добрый вечер. Мы с вами проводим непосредственно традиционное информирование населения о работе оперативных штабов на территории Республики Саха-Якутия по недопущению завоза и распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции. Но вначале я начну традиционно с определения той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая есть у нас на территории республики. Она такая остается напряженной. На сегодня непосредственно в целом идет увеличение и зарегистрировано 2380 случаев в целом с момента первого случая. Необходимо обратить внимание, что за сутки выявлено 72 новых случая по данным Роспотребнадзора, в том числе большинство из них также продолжает оставаться за городом Якутском, 64 случая. Для этого есть как объективные причины, так и причины, которые связаны с тем, что все-таки объективная первая причина, безусловно, здесь большая концентрация населения. И, соответственно, и ряд мер, которые были проведены, они все-таки способствуют разобщению населения во многом. И поэтому, соответственно, скорость распространения, она немного меньше. Что же касается Намского УСК, в котором вновь подтвердилось 3 новых случая, это связано и в том числе с тем большим количеством случаев, которые у них были, это в основном контактные лица. К сожалению, непосредственно у нас ковид дошел и до дальнего поселения Намского УСа, до ХТРК. То есть появился на карте Намского УСа новый населенный пункт, в котором есть инфицированный ковидом. Салбанцы у нас продолжают выздоравливать, и, соответственно, там продолжается наша работа по оказанию медицинской помощи. В Мирнинском районе 2 человека, как я уже говорила, это у нас пошли все-таки контактные от местных граждан, и алданские случаи, они связаны непосредственно с контактами, которые были связаны с очагами, возникшими у одного из недропользователей. Но у нас на настоящий момент в целом, необходимо сказать, что с наших больниц инфекционных выздоровело и выписано 1137 пациентов с диагнозом ковид. 4 июня у нас было таким круглой цифрой, 100 человек мы выписали с разных инфекционных стационаров. Характеризуя сейчас в целом обстановку по городу Якутску, я бы хотела сказать, отдельно выделить сегодня 3 таких базовых момента. Первый момент. В понедельник было принято, вчера были подписаны соответствующие протоколы о проведении дезинфекции санитарных дней, которые непосредственно должны пройти в городе Якутске в субботу и воскресенье. В субботу, в 16:00 до понедельника утра у нас, соответственно, в городе Якутске работать должны только медицинские организации в виде аптек, не сами медицинские организации, аптеки, все остальные магазины должны быть закрыты на санитарную обработку. И, соответственно, дальше также будем продолжать и дезинфекцию наших площадей, скверов, мест общего пользования как такового. Как показала практика прошлой недели, да, были и минусы, были и плюсы, но в целом необходимо обратить внимание, что все-таки такая мера является мерой не только вынужденной, но и мерой необходимости для того, чтобы, в общем-то, был определенного рода порядок, в том числе и по санитарным правилам. Второй момент, на который я бы хотела обратить внимание по городу Якутску, это на Хатас. Сегодня количество у нас, инфицированных на Хатасах больше 50 человек. Почему я не называю общую цифру? Потому что кто-то живет, кто-то работает в Хатасах, поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что все-таки это передвижение между Хатасами и городом Якутском должно быть, соответственно, все-таки ограничено. Сегодня Министерство по делам предпринимательства Республики совершило рейд по магазинам Хатас, и, соответственно, были проверены и проведены профилактические беседы со всеми продавцами. Но нужно сказать, что соблюдается как режим масочный, так и режим перчаточный. И, соответственно, на улице чувствуется такое отсутствие все-таки народа и ощущение того, что все-таки есть определенная проблема очаговости заболевания, которые там возникли. Третий момент по Якутску. Я бы хотела обратить внимание на соседа Якутска, который с нами практически неразрывно связан. Да? Это поселок Жатай.
значит, городской округ Жатай. Сегодня, к сожалению, из-за того, что у нас с вами в любом случае часть людей живет в Жатае, работает в Якутске, и наоборот, живет в Якутске, работает в Жатае, то, соответственно, и Жатай, являясь практически, значит, такой, входя в большую такую городскую агломерацию на общей карте Якутии, значит, в Жатае тоже появились свои случаи, при этом они являются случаями именно корпоративными. Вот там есть, значит, две базовых точки сегодня в Жатае. Значит, это корпоративная точка и инфицирование. И, к сожалению, выявлен ковид у людей без определенного места жительства, именно ведущих такой вот немного беспорядочный образ жизни. Соответственно, значит, и сегодня для Жатая обязательно, и уже городские власти об этом знают, и руководитель оперативного штаба Жатая, глава Жатая поставлена в известность о необходимости проведения усиления вот этих санитарно-противоэпидемиологических мероприятий как таковых. Но в настоящий момент наши доктора продолжают оказывать, соответственно, значит, медицинскую помощь не только в наших инфекционных стационарах, амбулаторных, но и продолжают оказывать, значит, помощь нашу на выезде, значит, непосредственно в вахтовых поселках многих наших недропользователей. Ну, такая форма работы для нас является новой формой работы, тогда, когда наши доктора выезжают и бригадами, значит, эту помощь оказывают. Мы считаем, что, в общем-то, на настоящий момент она является достаточно эффективной для того, чтобы в целом погасить, значит, непосредственно вирус на территории всей республики. Ну, я обращала ваше внимание, что сегодня непосредственно это объективной реальностью увеличивается количество, значит, заболевших, значит, у нас увеличивается и количество, которые в тяжелом состоянии находятся. При этом есть в тяжелом состоянии как те люди, которые находятся у нас, значит, непосредственно по основному заболеванию своему, ковид является лишь сопутствующим, так и, соответственно, значит, есть те, кто находится, значит, по заболеванию, которое именно ковидное заболевание, и они у нас находятся в основном в инфекционных стационарах. Вот это в целом, так сказать, наша работа уже, которая является стандартной. Теперь некоторые нюансы, которые у нас сегодня обсуждались на оперативных штабах разных уровней. Ну, во-первых, конечно же, первый момент, который связан, это как у нас реализуется сегодня летний отдых. Все-таки дети продолжают вызывать у нас вопросы. И поэтому большая просьба еще раз к родителям. Мы понимаем прекрасно, что лето, понимаем прекрасно, что, конечно же, сейчас меньше внимания детям школы уделяют. Все-таки сегодня органы государственной власти в лице Министерства образования предлагают достаточно большой комплекс различного рода иных форм летней занятости без привлечения, так сказать, вот как обычно на нашей площадке, для того, чтобы дети были заняты. Очень хотелось бы, чтобы все-таки наши дети меньше болели, потому что у нас сегодня есть, ну, вообще за весь период, если оценивать вот работу в детской инфекционной больнице, то были самые разные детки, и совсем маленькие, как вы помните, у нас были детки, и взрослые детки. Ну, в общем-то, дети в любом случае, они оказываются у нас на больничных койках достаточно часто. В основном это семейные очаги, и дети уже как и переносчики. И если непосредственно раньше мы говорили, что ситуация, когда дети на одной площадке детской, значит, являлись переносчиками от одной семьи к другой, если это было характерно только для города Якутска, сейчас эта история, например, перешла уже в город Нижний, да? Она была такая же в Алдане, когда дети играют на общей площадке, и вот мы получаем итог две инфицированные семьи в одном жилом доме. Вот как бы у нас дальше продолжается в любом случае наша работа. Ну, необходимо сказать, что у нас сегодня все наши медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, осуществлены все выплаты, которые должны были быть им, значит, определены. На сегодня мы уже практически закончили выплаты по ряду обсерваторов. Есть вопросы, конечно, но они все, я думаю, в ближайшее время будут решены. Ну, кроме того, в ближайшее время мы ждем так называемый эвакуационный рейс, и, соответственно, значит, мы вывезем из республики студентов Северо-Восточного федерального университета
значит, которые у нас уже выздоровели, для того, чтобы непосредственно все-таки до 1 сентября они находились в домашних условиях, а не значит, здесь, в городе Якутске. Все-таки принято решение совместно с ректором осуществить этот вывоз целенаправленно. На настоящий момент среди планов, которые обсуждаются у нас в оперативном штабе, это же, конечно, под особое внимание все-таки наш транспорт. Хотим мы этого или не хотим, транспорт был и остается своего рода, где очень достаточно тесное общение людей происходит, и поэтому еще раз было обращено внимание на транспорт, на вот этот вот контакт в транспорте как таковой. Скоро у нас приближается достаточно такое серьезное политическое событие. Оно связано и с определенного рода нашим с вами передвижением. Безусловно, сегодня нами поставлена задача значит, провести это и на высоком уровне организационном, все политические события, ну и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Ну и наши дети, конечно же, готовятся сдавать ЕГЭ. Поэтому сегодня, значит, по каждому муниципальному образованию уже практически везде под контролем Минобразования это есть, значит, определенные места сдачи ЕГЭ, вы знаете, соответствующие требования. Ну и сейчас проходит своего рода подготовка к тому, ну, по сути дела, к экзамену, о том, как это будет производиться. Все равно правила немного меняются. Главная сейчас задача нужно спокойно, чтобы наши выпускники подготовились к ЕГЭ. И, соответственно, уже дальше шли по новым правилам значит, жизни на поступление. Ну и, соответственно, мы ждем от Минпросвещения России предложений, которые связаны с, когда появится предложение о том, как будет осуществлена непосредственно вступительная кампания в наши вузы. Обычная, казалось бы, суета, которая всегда, для которой характерна абитуриентское лето, да, оно у нас впервые пройдет в Якутии необычно. Если, например, мы проводили раньше такую операцию, как абитуриент, то теперь у нас, соответственно, значит, операция, наверное, абитуриент будет, но уже будет абитуриент онлайн. В любом случае, уровень социализации мы должны сохранять все те правила, с которыми у нас должны прийти наши жители 1 сентября в наши учебные заведения.